Добрый вечер. Вы смотрите телеканал АТР. В эфире программа «Прайм Мацарский», программа, в которой я, Юрий Мацарский, рассказываю вам во всем самом важном, интересном, ну или просто достойном внимания из того, что произошло за последние несколько дней в мире. А сегодня мы несколько нарушаем традицию перед дайджестом, с которого обычно начинается моя программа. Я просто хотел бы напомнить о том, что совсем недавно, 31 июля, была уже третья годовщина со дня убийства нашего коллеги, журналиста Орхана Джемаля. Этот человек, который, несмотря на то, что был российским журналистом, несмотря на то, что работал в России на российские издания, был таким достаточно целеустремленным и честным, самоотверженным защитником и крымских татар, и украинского суверенитета. Достаточно просто напомнить, что он был одним из тех людей, которые не побоялись и в 2014 году, в самый разгар боев, отправился на оккупированную так называемую ДНР территорию для того, чтобы вытащить из плена и вернуть на свободную украинскую территорию кировоградских десантников. Это действительно был, вот такой настоящий подвиг. Подвиги Орхана, они касались не только вот каких-то таких вот действительно отчаянных вещей. Он был одним из тех, по-моему, вообще исключительно малого количества людей, которые продолжали до самого последнего, даже в эфире пропагандистских телеканалов российского телевидения, обличать российскую оккупацию Украины, российскую оккупацию Крыма, агрессию на территории Донбасса, был в самых разных горячих точках. Я с ним работал, знаю, что он был однажды тяжело ранен в Ливии во время наступления на ливийскую столицу Триполи. Был гостем, достаточно частым гостем телеканала АТР, помогал моим коллегам, и у меня был в эфирах. Но вот сейчас, прежде чем перейти к другим историям, прежде чем перейти уже непосредственно к дайджесту, я хочу вам показать один короткий кусочек, наверное, самого последнего пребывания Орхана Джемаля здесь, на телеканале АТР. Буквально за несколько месяцев до своей смерти он был в Киеве и пришел сюда, в эту студию, к моему коллеге Осману Пашаеву. Вот буквально короткий отрезочек попросил бы сейчас поставить этой программы, для того, чтобы было понятно, что за человеком был Орхан Джемаль. Так, как она поступает. Она не может прессануть весь крымско-татарский народ, как в 1944 году, хотя, может быть, и хотелось бы. Хотелось бы. Может быть, и хотелось бы. Это неприятное этническое вкрапление в русском миру Крыма, которое исторически вот так вот обосновано. Тогда Россия... То есть, это очень большой скандал. Всех там не депортируешь, нельзя там всех татар загрузить на баржу, вывести в Черное море и затопить. Поэтому бьют по головам. Кстати, это очень напоминает ту политику, которую Бирма проводит по отношению к Рохинья. Когда всякого человека, который в силу образованности, каких-то личностных качеств, собственной пассионарности чуть выше среднего уровня, чуть-чуть, его по тем или иным предлогам изымают из этого пространства, в каких случаях физически, посадили, убили, просто пропал, или еще. Вот здесь Орхан рассказывал как раз о действиях России в оккупированном Крыму. И просто вот чтобы было понятно, он напрямую сравнил, действия Российской Федерации, российских властей в Крыму с действиями властей Мьянмы или Бирмы по отношению к национальному меньшинству под названием рохинджи. То есть, по большому счету, прямым текстом обвинил российское руководство в осуществлении геноцида, в осуществлении целенаправленной такой охоты на заметных людей, на лидеров крымско-татарской общественной жизни, на лидеров культурной жизни, на тех людей, которых можно назвать какими-то такими значимыми, заметными в общественной жизни Крыма. Замечу, конечно, что Орхану вряд ли все это могли простить, и он погиб во время командировки в Центральноафриканскую Республику. Судя по всему, не могу утверждать на 100%, но потому что нет окончательного вывода суда, следствие непонятно, каким образом продолжается, непонятно, кто это следствие ведет. Был командирован Орхан вместе со своими коллегами
Александром Расторгуевым и Кириллом Радченко в Центральноафриканскую республику для производства материала, для съемки фильма расследования о том, что же делает на территории этого африканского государства российская частная военная компания «Вагнер». Знаменитая уже, наверное, на весь свет, наемники, которые в том числе очень активны до сих пор и в Центральноафриканской республике. Архана и двух его коллег расстреляли, хладнокровно расстреляли на блокпосту. Появлялась какая-то информация о том, что это были грабители, о том, что это, значит, их перепутали с кем-то еще и тому подобное. Но все это выглядит абсолютно каким-то невероятным враньем по той простой причине, что понятно было всем с самого начала. Они не скрывали, я имею в виду Архан и его коллеги, вся съемочная группа, они получали визы для того, чтобы отправляться в эту Центральноафриканскую республику. Они отправляли запросы в этот ЧВК Вагнера, чтобы те там разрешили им съемку на своей территории. Те никак не отвечали, но совершенно очевидно, они знали и понимали, что вот приехал Архан, вот приехали те люди, которые с ним в одной съемочной группе. Ну и скорее всего, это, собственно говоря, вот эти вот такие частные руки Кремля, не государственные, не спецслужбы, не ФСБ, не армия, не Росгвардия, а вот частные руки Кремля взяли и расправились с Арханом и с его коллегами. Напомню, 3-я годовщина гибели Архана и Александра Расторгуева и Кирилла Радченко была всего несколько дней назад, 31 июля. Ну а сейчас переходим к дайджесту, к нашей традиционной такой нарезке самых разных событий из самых разных концов света. Переносимся сейчас в Соединенные Штаты Америки. Там в самом сердце американской политики, прям вот недалеко от Капитолия, от Белого дома, установлен был несколько дней назад тотемный столб, который делали, который вырезали. Вот вы видите, он достаточно длинный, я так понимаю, что он около 10 метров. Его вырезали в штате Вашингтон. Тут нужно просто понять, что штат Вашингтон и город Вашингтон так вышло, что находятся на прямо противоположных краях Америки. Штат Вашингтон – это крайне западная точка, а город Вашингтон – это вот уже ближе к восточному побережью. То есть это через весь континент. И вот несколько месяцев назад вырезали этот огромный индейский тотемный столб. Его провезли через всю Америку. В основном его возили через те места, где живут коренные американцы, которых у нас принято называть индейцами. Эти тотемы – это одно из таких самых, наверное, заметных произведений искусства коренных американцев. Они везде есть, там, где живут коренные американцы. Большие, маленькие, цветные, как здесь, раскрашенные или не раскрашенные. И вот этот тотемный столб провезли. Те люди, которые его создавали его, естественно, индейские художники, индейские ремесленники, утверждают, им совершенно точно можно верить, что прокатили эту статую, прокатили этот тотемный столб через 20 тысяч миль, то есть это больше 30 тысяч километров по территории Соединенных Штатов, проехали через крупные города. Вот это, если мне память не изменяет, Бостон, да, сейчас был. Проехали через крупные города, проехали через резервации, в которых по-прежнему еще живут индейцы. Это не просто вот такие были покатушки. Вот вы видите, вот привезли там как раз Капитолий Соединенных Штатов Америки. Это не просто были покатушки, не просто вот история, давайте прокатим красивую статую и дадим возможность людям к ней прикоснуться. Это был целый такой политическо-арт, такой перформанс, политическо-искусственный манифест, с помощью которого индейцы, с помощью которого фонды, которые защищают права коренных американцев, пытались привлечь внимание к проблемам коренных индейцев. Они действительно очень чудовищны. Большинство индейцев, или, по крайней мере, многие из них по-прежнему живут в нищете. Многие из них никак не могут выбраться из этих резерваций. Очень сильно ударило по индейцам пандемия коронавируса по той простой причине, что в резервациях очень часто нет обученного медицинского персонала. Резервации достаточно далеко расположены от крупных городов и от больниц, которые есть в этих крупных городах. Соответственно, вот ко всем этим проблемам и пытались привлечь внимание устроители, организаторы этой акции. Я напомню, повторю еще раз, что это были в первую очередь сами коренные американцы. Что ж, из Соединенных Штатов, из Вашингтона
переносимся в Объединенные Арабские Эмираты. В Дубае, в знаменитом городе, в одном из Эмиратов Дубая, под названием Дубай, прошли несколько дней назад чудовищные совершенно дожди после долгой изнурительной жары. Тут стоит отметить, что эти дожди это не природное бедствие, не катастрофа, которая обрушилась на Дубай. Дело в том, что там очень давно не было никаких осадков. В итоге изнывали жители, и животные, и растения изнывали вот от этой жары, сушающей от засухи. И местная метеорологическая служба решила использовать особые инструменты, которые у нее есть в распоряжении. Это специальные дроны, на которых установлены излучатели электрических разрядов. С помощью этих излучателей электрических разрядов дроны смогли спровоцировать вот это вот излияние дождя ровно там, где это нужно было. То есть дроны, по большому счету, поймали где-то пролетающие, проплывающие над Дубаями дождевые тучи, расстреляли их своими вот этими излучателями электрических импульсов и тем самым спровоцировали осадки, тем самым спасли и людей, и какую-то инфраструктуру, которая наверняка страдает от жары, и растения, и животных от вот этого вот изнуряющего совершенно марева. То есть мы фактически уже живем в будущем, да? Захотели, чтобы начался дождь, вот специальный дрон поднимается на какую-то большущую высоту, человек сидит где-то в кабинете метеорологической службы, находит через видеокамеру, установленную на этом дроне, подходящую тучу, ждет, когда эта подходящая туча окажется в заданной географической точке, нажимает кнопку, этот дрон выстреливает электрический импульс, все, пошел дождь. Я так понимаю, что таких дронов было несколько, потому что дожди шли обильные, и, в общем-то, получилось, по крайней мере, на какое-то время получилось дать такое облегчение от этой бесконечной изнуряющей жары всем жителям Дубая. А где вот никак не удается еще победить жару и ее последствия, так это на юге Турции. Там бушуют лесные пожары, бушуют они больше 100 очагов лесных пожаров. Вот по отчетам на воскресенье от 107 до 112 очагов лесных пожаров оставалось еще на территории Турции. В основном сконцентрированы эти очаги вдоль южного побережья страны. Есть информация о том, что эти пожары были спровоцированы не только жарой, не только вот этой вот засухой, установившейся достаточно давно, в том числе и в Турции, но и поджигателями. Есть даже предположение, которое озвучено в том числе высшим турецким руководством, что за поджогами могут стоять члены признанной Анкарой террористической организации Курдская рабочая партия Курдистана, прошу прощения. Пока Рабочая партия Курдистана или какие-то аффилированные с ней группы еще не взяли на себя ответственность за произошедшее. Но вот исследователи, журналисты турецкие нашли на сайте одной из групп, аффилированных как раз с Курдской рабочей партией, нашли заявление о готовности устраивать поджоги, нашли угрозы как раз со стороны этих людей, в которых говорится о том, что если вы не выполните какие-то требования этой самой Рабочей партии Курдистана, вспыхнут пожары по всей стране. Вот смотрите, это пожарные спасают не только людей, но и животных. Можете себе представить, что творится. Конечно, это верх благородства. Он спасает маленькую кошку, обгоревшую во время пожара. Непонятно, сколько людей погибло. Известно, что есть погибшие, но поскольку еще значительная часть, там огромная территория, продолжают гореть, то сейчас еще рано говорить о том, сколько человек погибло в пожарах, сколько человек пострадало от пожаров. И, естественно, еще рано говорить о том, какой ущерб нанесли эти самые пожары. Кстати, вот эти вот колоссальные, огромные лесные пожары, которые часто, как это, кстати, и в Турции происходит, перебрасываются с лесов еще и на те места, где живут люди. Это могут быть либо села, либо города, либо вот как в случае с курортными зонами турецкими, на огромные
кварталы застроены отельными комплексами. Это все тоже происходит в Турции. Так вот, такие же пожары или похожие по интенсивности пожары уже начинают фиксироваться и в других странах Ближнего Востока, в первую очередь в Сирии и в Ливане. Что ж, это действительно очень тяжелое испытание сейчас для всех тех людей, которые живут в этих странах, для тех людей, которые там работают или гостят. Очень я надеюсь, что все те, кто сейчас находится вблизи этих очагов, будут спасены. И если действительно за этими поджогами стоят какие-то люди конкретные, если это не природная катастрофа, не бедствие, которого никак нельзя было избежать, а умышленное преступление, то, конечно, преступники, совершившие эти поджоги, должны быть наказаны. Что ж, упомянул я уже сегодня отчасти Ливию, когда рассказывал об Архане Джемале. В Ливии сейчас тоже своего рода катастрофа происходит. Там медицинские организации фиксируют какой-то невероятный всплеск заболеваемости коронавирусом. По официальной информации, которая пришла от Красного Креста и Красного Полумесяца, значит, на западе Ливии зафиксирован рост в последние недели заболеваемости на 270%, а на востоке, на юге на 480% за последние недели или за последние пару недель. То есть какая-то кривая заболеваемости поднимается невероятными какими-то темпами. При этом, мы прекрасно понимаем, да, что в Ливии, к сожалению, еще не все в порядке. Там далеко не все территории контролируются вменяемыми властями. Далеко не везде есть лаборатории, далеко не везде можно провести тесты. И поэтому эти цифры, скорее всего, еще и занижены. И на самом деле, вероятно, вот эта новая волна пандемии коронавируса, которая обрушилась на Ливию, еще более мощная. Как отреагировали власти, международные организации? Они организовали это как раз Триполи, столичный город в Ливии, они организовали такие временные пункты вакцинации. На эти пункты вакцинации отправили медицинский персонал, отправили запас вакцин самых разных. Там Россия что-то отправляла, но Россия, как обычно, использует свои вакцины в качестве такого медицинского оружия, если можно так выразиться. Но не только российские, там есть и нормальные, и вакцины других производителей. И в разных точках Ливии установлены такие палатки. К ним стоят очереди, зачастую тысячи человек стоят в этих очередях для того, чтобы наконец-то уже получить вакцину, для того, чтобы привиться и как-то спокойно более-менее продолжать жить дальше. Такие очереди, видите, действительно огромное количество людей. Это только в одну из нескольких десятков, а то и нескольких сотен таких палаток, которые установлены в Триполи и в окрестностях ливийской столицы. Такие дела происходят в Северной Африке. Сегодня, кстати, еще будет одна большая тема, касающаяся именно североафриканских дел. Правда, немножко о другом государстве будем говорить. А пока Будапешт, пока Венгрия. В Будапеште там в последнюю неделю вообще все время проходили самые разные акции протеста. Самые разные люди выходили на эти акции. Но эта акция посвящена была, вы видели, даже там какой интересный плакат был на русском языке написанный, с явной отсылкой к каким-то временам Сталина и прочих советских людоедов. Этот протест, который собрал около 1000 человек в Будапеште, был направлен против действий правительства, которое, судя по всему, шпионило, а может быть и продолжает шпионить за собственными гражданами. Стало известно, что несколько десятков человек, около 300, на самом деле, даже человек в Венгрии на их смартфоны и на их компьютеры пытались установить специальное приложение Пегас, с помощью которого можно получить доступ ко всей информации, хранящейся на электронных устройствах. Как предполагают расследователи, как предполагают, в принципе, активисты гражданского общества, те люди, на которых пытались охотиться на информацию, о которых пытались добыть, это в первую очередь журналисты, адвокаты и правозащитники, скажем так, оппозиционные к нынешнему правительству.
к Виктору Орбану и к его кабинету министров. Так вот, предполагают они, что эти шпионские программы, эти программы слежения за людьми пытались установить по приказу правительства, пытались установить для того, чтобы каким-то образом, может быть, шантажировать недовольных, может быть, каким-то образом на них давить потом. В итоге там среди вот этих вот плакатов, вы уже видели, да, я уже даже обратил ваше внимание на русскоязычный плакат, который обещает в 2022 году, прошу прощения, в следующем году установление такой почти советской, может быть, прямо советской диктатуры. Там еще называли Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии, называли его виктатором. Мне кажется, это отличное совершенно словосочетание. Ну, не словосочетание, такое новоязное слово. В нем сразу совместили имя Виктора Орбана, Виктор, соответственно, и диктатор. И получился из Виктора Орбана виктатор. Так, давайте, наконец дайджеста все-таки что-то более-менее веселое посмотрим. Приготовил для вас из Токио, из Японии одну короткую зарисовочку. Она почти не имеет отношения к спорту, хотя как не имеет? Имеет. Хочу показать вам, как встречали члены новозеландской олимпийской сборной двух своих коллег, двух девушек, которые получили медаль в соревнованиях по гребле. И новозеландская сборная, встречая в полном или в почти полном составе, встречая девушек, вернувшихся с медалями, станцевали им легендарный новозеландский танец, который называется хака. Вот сейчас вы посмотрите, как они будут танцевать. Правда, к сожалению, из-за масочного режима этот хака получился... Сначала они спели какую-то веселую песню. В этой песне были какие-то слова поздравлений. В этой песне что-то там звучало про то, как они гордятся и то, как они рады. Сложно разобрать было, потому что, ну, во-первых, через маски они пели, а во-вторых, издалека было записано на какой-то мобильный телефон, а потом для двух своих коллег они станцевали традиционный танец хака. Это такой новозеландский танец, который считается наследием народа маори. Это народ, который коренной в Новой Зеландии. Вот готовятся ребята. Обычно, собственно говоря, да, они даже поснимали маски, потому что обязательно нужно во время исполнения этого танца, то есть не только руки, ноги и туловище должно двигаться, но еще и лицевые мышцы, еще язык нужно показывать, нужно каким-то образом, значит, что-то демонстрировать. Считается, что это воинственный танец, но на самом деле этот танец не только исполняется перед там какими-то боевыми действиями и так далее, или исполнялся в прежние времена. Это танец, который исполняют, например, при каком-то при семейных торжествах, при встрече каких-то родных, вернувшихся из далеких краев. Ну и вот в качестве поздравления вы видите, мужчины из новозеландской сборной поздравили девушек из новозеландской сборной, в первую очередь тех самых, которые получили медали, и в первую очередь тех, которые получили медали в соревнованиях по гребле. Что ж, присоединяемся к поздравлениям всем тем, кто смог победить, всем тем, кто смог получить заслуженные награды. А переходим сейчас к большим темам, к основательным историям. Как я уже и предупреждал, как я уже анонсировал, начинаем мы с Северной Африки, отправляемся мы в Тунис. Тунис, напомню, в 2011 году, это было так давно, был фактически колыбелью арабской весны, той самой серии революций, прокатившейся по арабским странам, которая, в принципе-то, во многом еще даже и не завершена. И мы вот сейчас живем во многом в том самом мире, который был сформирован теми самыми событиями, которые начинались зимой 2010-2011 года в Тунисе. Там сейчас есть много похожих историй с теми историями, которые были как раз той революционной зимой. Но прежде чем перейти к Тунису современному, прежде чем рассказать о том, что сейчас происходит в этой стране, в этой, на самом деле, богатой исторически, культурной и крайне интересной стране, давайте посмотрим сюжет о том, что такое арабская весна, как она начиналась и к чему она в конце концов привела.
Арабская весна – это обобщающее название протестов и революций, прокатившихся по странам Ближнего Востока и Северной Африки в конце 2010-го, начале 2011 годов. Словосочетание «арабская весна» впервые появилось в американской англоязычной прессе и было подхвачено европейскими журналистами и комментаторами как наиболее удобное для описания порой довольно сильно отличающихся друг от друга событий в арабских странах. Термин «арабская весна» отсылает сразу к двум важным историческим событиям: к серии европейских национальных революций 1840-х годов, известных как «Весна народов», и к задушенной советскими войсками попытке демократизации Чехословакии в 1968 году, вошедшей в историю под названием «Пражская весна». С революционными событиями в Чехословакии арабскую весну роднит не только название. Одним из самых заметных эпизодов сопротивления чехов и словаков советскому военному вторжению стало самосожжение в центре Праги студента Яна Палаха. Одним же из поворотных моментов арабской весны стало самосожжение тунисского торговца фруктами Мохаммеда Буазизи в знак протеста против полицейского произвола и коррупции. Непосредственным поводом для самоубийства стало самовольное изъятие полицейскими у торговца его лотка со всеми продуктами. Известие о поступке Буазизи моментально разнеслось по всему Тунису и привело к массовым демонстрациям и забастовкам. Выступления протестующих, которые требовали демократизации и искоренения коррупции, буквально парализовало страну. Тунисский президент Бен Али, занимавший высший пост 23 года, через месяц после начала протестов бежал из страны в Саудовскую Аравию. К моменту бегства Бен Али протестами был охвачен уже не только Тунис. Многотысячные демонстрации проходили в Ливане, Омане, Бахрейне, Кувейте, Египте, Ливии, Сирии и ряде других государств региона. 11 февраля 2011 года революционеры вынудили египетского президента Хосни Мубарака покинуть кресло, которое он занимал около 20 лет, и добились проведения первых в истории Египта демократических выборов парламента и главы государства. В Ливии и Йемене арабская весна довольно быстро вылилась в вооруженное противостояние между властями и протестующими. Причем бои продолжались и после того, как прежние режимы в обеих странах рухнули. Революционные события в Ливии в 2011 году носят название «Первая гражданская война». Завершилась она расправой над ливийским лидером Муаммаром Каддафи, который долгое время прятался от революционеров и намеревался с помощью сохранившей ему верность армии вернуть контроль над страной. Вскоре после его гибели осенью 2011 года началась вторая гражданская война в Ливии, в ходе которой разные политические и военные силы пытались подчинить себе все государство. Формально эта война была завершена в октябре 2020 года после заключения перемирия между основными противоборствующими сторонами. Однако локальные конфликты, порой довольно масштабные и кровопролитные, по-прежнему регулярно вспыхивают в Ливии. Йеменский президент Али Абдалла Салех, чье намерение стать пожизненным правителем вывело на улицы тысячи протестующих, не стал, как Каддафи, уходить в подполье и воевать против революционеров. Весной 2012 года он покинул свой пост. Однако предотвратить войну это решение не смогло. После примерно 2 лет политической нестабильности, последовавшей за отречением Салеха, в Йемене началась гражданская война между официальными властями и повстанцами-хуситами, которые отказались этим властям подчиняться. Отрекшийся президент Салех пытался выступить в качестве переговорщика между враждующими сторонами, но был обвинен в предательстве и казнен собственными преемниками. В боевых действиях на территории Йемена в разное время принимали участие военные из Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании, Бахрейна, Кувейта, Марокко, Судана и США. Часть территории страны оказалась под контролем ИГИЛ и Аль-Каиды. Вместе с войной в Йемен пришли голод и эпидемии опасных болезней. Все вместе они унесли жизни не менее 200 тысяч человек. Война в Йемене продолжается и по сей день.
Продолжается война и в Сирии, где протестующие не смогли добиться отставки правящего страной с 2000 года Башара Асада и от мирных демонстраций перешли к вооруженному противостоянию с властью. Сирийская арабская весна, начавшаяся с довольно невинных призывов отменить цензуру в медиа и прекратить преследование диссидентов, столкнувшись с репрессиями режима, довольно быстро радикализировалась и переросла в настоящую бойню. Удержать власть Асаду удалось с помощью его российских, иранских и ливанских союзников, которые вместе с сирийской армией, не считаясь с потерями среди мирного населения, буквально уничтожили города и деревни, находящиеся в руках восставших. За 10 лет войны в Сирии было убито порядка 500 000 человек. Больше 6,5 миллионов сирийцев покинуло родную страну. Вот вся эта волна, вся вот эта вот, на самом деле, действительно огромная цепь событий была спровоцирована гибелью одного единственного человека, Мухаммеда Бouазизи. Кстати, он погиб в больнице уже тогда, когда волна эта пошла дальше. Его несколько дней или несколько недель еще поддерживали в состоянии искусственной комы в больнице. Врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти его не смогли. И вот сейчас история, сделав круг, опять вернулась в Тунис. Там, на самом деле, после того, как Бен Али сбежал, в стране прошли самые такие настоящие демократические преобразования. Был избран, а потом ушел в отставку и был избран новый, еще один президент. Вот такого 20-летнего, 20 с лишним летнего сидения в кресле главы государства, к счастью, удалось избежать. Был избран новый состав парламента, в который были допущены те силы, которые при Бен Али запрещались, те силы, которые при Бен Али загонялись в подполье. Новый состав парламента в 2014 году утвердил новую конституцию государства, которая, в общем-то, оказалась во многом достаточно продвинутой, либеральной, современной конституцией, с которой, вот на основании которой можно было бы жить, работать, трудиться. В 2019 году прошли новые выборы президента, и президентом стал совершенно неожиданно человек, который не принадлежал, вот демонстративно отказывался вступать или каким-то образом сотрудничать с какой-либо из партий. Зовут его Каис Саид, он юрист и специалист как раз по конституционному праву. У него не задались с самого начала отношения с парламентом. Он считал, что парламент не до конца понимает, как должно действовать разделение властей между президентом и вот как раз депутатами. В принципе, как раз по новому закону все спорные моменты по тому, как должно было быть происходить разделение, должен был решать Конституционный суд. Это, в общем, совершенно такой действенный аппарат, действенный инструмент в самых разных странах, в самых разных политических условиях. И если действительно работает демократия и никак не получается там президенту с парламентом прийти к согласию, подключается Конституционный суд, который говорит, или должен, по крайней мере, в идеальных условиях говорить, так, мы считаем, что решение этого вопроса находится в компетенции главы государства, или нет. Мы считаем, что решение этого вопроса не должно находиться в компетенции государства, пусть решают депутаты. Но этот Конституционный суд с 2019 года так ни разу и не собрался, ни на одно из заседаний, потому что президент Каис Саид так и не подписал указ об утверждении состава этого парламента и о том, согласно какому регламенту, прошу прощения, этот суд, и согласно какому регламенту этот суд будет работать. Ему в принципе не нравится партийная система Саиду, ему не нравится то, как партии часто популистски себя ведут. Он считает, что в принципе у него есть такая сверхидея, которую, я так понимаю, он будет реализовывать в какой-то относительно близкой исторической перспективе, что депутатов вот как раз парламента общегосударственного избирать должны не всенародным голосованием. Он считает, что люди, жители Туниса, граждане Туниса должны избирать только вот каких-то своих местных депутатов. Где-то там на уровне городов, сел, районов, вот как-то так. А депутатов вот уже общего государственного парламента должны выбирать уже как раз те люди, которых... То есть многоступенчатая система выборов, а не прямая система выборов на все уровни. А в итоге вот это препирательство с парламентом
перешло в такие массовые уличные акции протеста. Почему? Потому что произошло следующее. Очень тяжело переживает Тунис сейчас пандемию коронавируса. Достаточно большие показатели смертности, достаточно высокие показатели заболеваемости. И, естественно, как это и в других частях света происходит, вслед за ростом заболеваемости, вслед за ростом смертности, вслед за введением разного рода карантинных мер начинает падать и экономика. Экономика здорово просела, проблемы экономические с 2011 года далеко не все удалось решить, появилось большое количество безработных, выросла безработица, некоторые секторы экономики, такие как, например, туризм, который для Туниса был всегда исключительно важен, вообще фактически перестали кормить людей, вообще перестали приносить какой-либо доход, потому что число туристов снизилось в разы, а то и в десятки раз. И свое недовольство народ направил в отношении как раз в сторону правительства и в сторону парламента, потому что так или иначе, но парламент, как это в большинстве происходит в демократических стран, формирует этот самый кабинет министров. Эти самые недовольство народное вовремя уловил Каис Саид и объявил о том, что он распускает правительство, отправляет его в отставку и сам берет на себя функции главы этого самого правительства. И кроме того, он приостановил на 30 дней, как минимум, я так понимаю, на 30 дней действия парламента. То есть фактически ни парламентариев, ни министров, просто военные или представители спецслужб не пустили на работу, сказали, да, все, вот президент теперь все будет решать сам по себе. Некоторые из парламентских партий поспешили обвинить президента в государственном перевороте, обвинили его в том, что он захватывает власть, берет на себя всю полноту власти, что в принципе противоречит демократическим нормам. Правда, президент говорит, стоп, подождите, а вы сами принимали Конституцию, в которой есть, например, статья, которая разрешает президенту прибегать к чрезвычайным каким-то мерам, в том числе к концентрации всей полноты власти у себя в руках, в случае, если страна сталкивается с чрезвычайной опасностью. Вот мы столкнулись с чрезвычайной опасностью. У нас есть пандемия, с которой правительство справиться не может, у нас продолжают умирать люди, у нас продолжает хереть и чахнуть экономика по той простой причине, что правительство не предпринимает никаких мер. Вот сейчас я приду, несколькими какими-то такими решительными мерами наведу порядок, а потом вернемся мы к нормальным демократическим процедурам, вновь соберется парламент, вновь будет сформировано правительство. Ну а пока сейчас на время чрезвычайной ситуации, да, конечно, я буду вынужден действовать так, как я действую. Американским журналистам он в интервью рассказал, что у него нет никаких намерений становиться узурпатором, нет никаких намерений быть каким-то авторитарным правителем, сославшись на то, что ему уже скоро 64 года, и он прямо сказал, что в этом возрасте зачем мне уже становиться пожизненным правителем, я уже действительно хочу сделать что-то для народа. Что он собирается делать для народа? Вот известно, что одним из первых, собственно говоря, его таких громких решений, сделанных после того, как уже были разогнаны и парламент, и правительство, было решение изъять деньги у богачей. Президент Каис Саид через Facebook, на секундочку, не через какие-то традиционные средства связи, а через Facebook обратился, там шла такая трансляция его выступления на официальной его странице в Фейсбуке. Он обратился к людям, их около 460 человек. Список для него был подготовлен с одной из правительственных комиссий, которая занимается налоговыми мошенничествами и прочими экономическими преступлениями. Они передали ему список президента из этих 460 фамилий людей, которые не заплатили, по мнению этих самых государственных следователей, больше 4,5 миллиардов долларов в бюджеты всех уровней в Тунисе. И вот президент обратился к этим людям напрямую через Facebook и сказал следующее. Или вы сейчас отдаете эти деньги, или вы сейчас пускаете эти деньги на строительство школ, больниц, ремонт инфраструктурных объектов, или вы вкладываете те деньги, которые вы должны в какие-то благотворительные фонды, или вы отправляетесь в тюрьму.
Ну, вот буквально таким образом он и заявил, сказав о том, что эти 4 миллиарда 800 миллионов долларов, примерно о такой сумме идет речь. Вот по мнению президента Каиса Саида, были фактически украдены, как он это сказал, из бюджетов путем там неуплаты налогов, путем каких-то самых разных налоговых маневров и так далее. И вот он сейчас требует, чтобы эти люди вернули деньги, в противном случае обещая, что они отправятся за решетку. Теперь вот интересно будет проследить за тем, как дальше будет действовать президент Каис Саид. Почему? Потому что, ведь нельзя же просто так взять и отправить человека за решетку. То есть даже если кто-то сейчас выйдет и скажет, из тех 460 скажет, вы знаете, а я не считаю, что я в чем-то виноват, а я все налоговые маневры совершал как раз в соответствии с вашим законодательством. Давайте, я готов идти в суд, доказывайте мою вину. Я нанимаю адвокатов. Я буду доказывать, что я ничего плохого не совершал, что я действовал совсем так, как и должен был действовать. И вот эти, на самом деле, судебные разбирательства, даже там по одному или по нескольким из фигурантов этого списка, могут растянуться на долгие годы. Апелляции, там, контрапелляции и так далее. Но вот сейчас Саиду нужно какие-то моментальные, очень быстрые решения. Ему нужно продемонстрировать, что вот он за эти 30 дней, которые не будут действовать, парламент способен работать более эффективно, чем все эти десятки людей, сидящих в парламенте. Поэтому сейчас ему будет очень сложно, но, с другой стороны, интересно будет посмотреть за тем, как сейчас, через 10 лет после победы и революции, страна, столкнувшаяся с новыми, по сути, революционными событиями, будет выходить из нового кризиса, спровоцированного уже не только там коррупцией предыдущей власти, не только несменяемостью этой власти, не только безработицей или тяжелыми экономическими условиями, но еще и напастью, обрушившейся на весь мир, напастью, которая называется коронавирус. Поэтому я так думаю, что в одной из ближайших программ, а может быть и не в одной, будем возвращаться к теме Туниса, будем следить за тем, как человек, взваливший на себя фактически все бремя ответственности за страну, как человек по имени Каис Саид будет выходить из той ситуации, в которой оказалась его родная страна, оказался Тунис. А пока переходим еще к одной истории, переходим к более такие ближние к нам края, переносимся в бывшую Югославию. Там сейчас идет ссора между Хорватией и Сербией из-за Николы Теслы, из-за знаменитейшего изобретателя, из-за человека, благодаря которому во многом-то тот мир, который вокруг нас существует, и есть такой, как он есть. Ну вот, например, электроприборы, электрические приборы, с помощью которых идет съемка программы, вещание программы Prime, при помощи которых работают телевизоры, на которых идет программа АТР. Во многом это все существует благодаря Николе Тесле, человеку, который изобрел огромное количество самых разных вещей, в том числе и научился использовать электричество для вот таких вот простых, а может часто и непростых бытовых приборов. Давайте короткий сюжет о человеке Тесле, а потом расскажу, в чем, собственно говоря, суть этого скандала. Никола Тесла родился в 1856 году в Австро-Венгерской империи. Деревня, в которой он появился на свет, находится на территории современной Хорватии. Однако 1,5 века назад большая часть тамошних жителей была сербами. Известно, что отец изобретателя даже был священником в местной православной церкви. Первые изобретения Тесла сделал еще студентом. Например, чертеж электродвигателя оригинальной конструкции он набросал прямо в учебных тетрадях на лекциях или в перерывах между ними. После окончания учебы молодой инженер переехал в Париж, где нашел работу в механической мастерской на фирме своего будущего конкурента Томаса Эдисона. Но долго там не задержался и вскоре перебрался в США. По легенде, в Новый Свет иммигрант прибыл с 4 центами в кармане, несколькими своими стихотворениями в чемодане и надежно спрятанным где-то среди прочих бумаг чертежом летающего аппарата, работавшего
работающего на электричестве. В Штатах Никола Тесла обосновался в Нью-Йорке, а работать устроился все в ту же компанию Эдисона. Причем на этот раз работал в одной мастерской с основателем компании. Поначалу отношения двух изобретателей были довольно теплыми, но отказ Эдисона выплатить своему работнику обещанную за решение одной технической задачи премию привел к разрыву между ними. Уйдя от Эдисона, Никола Тесла взялся за самостоятельную разработку электроприборов, работающих от источника питания переменного тока. Томас Эдисон в то же время был занят изысканиями в области постоянного тока, который считал более безопасным для бытовых нужд. Таким образом, два бывших партнера стали конкурентами, и конкурентная борьба не всегда была честной. Так Эдисон однажды организовал казнь преступника на электрическом стуле с помощью переменного тока. Тем самым он хотел продемонстрировать, что разработки Теслы могут быть очень опасны и не должны применяться в быту. Противостояние двух изобретателей вошло в историю под названием «Война токов». Она длилась больше столетия и надолго пережила и Теслу, и Эдисона. При их жизнях в США появились электросети как переменного, так и постоянного тока. Но в 2007 году последняя сеть постоянного тока была выведена из эксплуатации. Таким образом, победу в войне токов одержал именно Никола Тесла. К слову, электростанцию, которая питала созданную им электросеть, Тесла тоже спроектировал сам. Она была установлена на Ниагарском водопаде, а все современные гидроэлектростанции в той или иной степени являются копиями детища Теслы. Кроме электростанций, Никола Тесла создал и запатентовал электрогенератор и электромотор, изучал рентгеновское излучение и экспериментировал с радиоэфиром. Именно Тесла первым смог использовать радиоволны для управления механизмами на расстоянии. Еще в 1898 году он продемонстрировал первую в мире радиоуправляемую лодку. В начале 20 века изобретатель взялся за разработку технологии беспроводной передачи на дальние расстояния звуков и изображений, то есть занимался разработкой прототипов телевидения и интернета. Правда, работу эту не закончил, так как не смог найти достаточно денег для продолжения дорогостоящих экспериментов. В последние годы жизни Никола Тесла страдал от психических расстройств, и обществу людей предпочитал компанию нью-йоркских голубей. Он утверждал, что понимает птиц и что те могут вести осмысленный разговор. Умер Тесла в январе 1943 года, но связанные с его загадочной личностью мифы живы до сих пор. Один из самых распространенных из них гласит, что Никола Тесла научился передавать электроэнергию на огромное расстояние без проводов, но вся документация, касающаяся этого изобретения, погибла при пожаре в его лаборатории. Кроме того, Тесле приписывают создание мощного, способного бить на многие километры электрического луча смерти, разработку электромобиля без аккумулятора, получающего питание дистанционно, и даже бомбы во много раз мощнее атомной. И хотя никаких подтверждений существованию этих чудес техники не существует, многие до сих пор верят в то, что гениальный Тесла еще в начале 20 века в одиночку создал то, что и сейчас не по плечу даже самым богатым промышленным компаниям. В честь Николы Теслы названы лунный кратер, астероид, не меньше десятка улиц в самых разных городах планеты и главный аэропорт столицы Сербии – Белграда. Недалеко от Ниагарского водопада установлен памятник Николе Тесле. Этот памятник был изображен на купюре в 500 югославских динаров. После развала Югославии портреты Теслы появились на монете достоинством в 20 сербских динаров и купюре в 100 динаров. То есть, таким образом, Сербия считает, что Тесла является, собственно, сербом, является их национальным героем, и они вот размещают его на своих деньгах. Но вот тут теперь еще и Хорватия решила разместить Теслу на своих деньгах. Дело в том, что Хорватия в 2023 году отказывается от своей национальной валюты, она называется куны, их больше не будет. Они сейчас готовятся к переходу на евро, и там в Хорватии прошло голосование о том, а что же изображать на монетках евро, потому что, как известно, купюры все евровые одинаковые, а вот на монетках всегда есть что-то, отражающее ту страну, в которой они были
в которой они были отчеканены. Ну вот, например, на ирландских евро там обязательно присутствует лира. И глядя на эту монету, можно сразу понять, что да, вот раз ирландская лира, значит, эта монета отчеканена в Ирландии. И на всеобщем голосовании, которое было проведено через интернет, любой житель Хорватии мог принять в нем участие, было принято решение, что на монетах евро, на евроцентах, по-моему, если мне память не изменяет, должен быть изображен портрет Никола Теслы. Ну, то есть Тесла должен быть представлять Хорватию на деньгах. Хорваты сами посчитали, что он максимально достоин этого, что нет более узнаваемого человека, связанного с Хорватией, чем великий изобретатель. Естественно, в Сербии тут же возмутились, сказали о том, что, слушайте, вы присваиваете себе нашего гения. Он же был сербом, он же родился в сербской семье, в городе, в селе, в котором большая часть населения была сербской. Его отец был сербским священником, его мать была дочкой сербского священника. Почему вы вдруг решили, что он наш, что он ваш? Там в итоге выступили с прямо противоположными заявлениями хорватский президент и хорватский премьер-министр. Хорватский премьер-министр сказал: слушайте, ну здорово, что, значит, что мы на свои деньги помещаем серба. Но это же, говорит о том, что у нас самая очень диверсифицированная культура, что даже сербский изобретатель может быть достоин того, чтобы быть увековеченным на хорватских монетах. А вот президент хорватский, он сообщил, зовут его Зоран Миланович, он сообщил о том, что непонятно вообще, какое Тесла может иметь отношение к Сербии. Это наш хорватский изобретатель. Вот смотрите, то село, в котором он родился и жил, да, оно тогда было в составе Австро-Венгрии, но сейчас это Хорватия, соответственно, он наш. И связи у Теслы с Сербией, ну, такие же примерно, как у Брюса Ли с Сербией. Что вы к нам пристали? В итоге дело дошло до того, что Сербия заявила о том, что если Хорватия не откажется от планов размещения портретов Теслы на своих деньгах, то Сербия будет добиваться отмены этого решения, в том числе через институции Евросоюза. Правда, как она сможет этого добиться, не очень понятно. Почему? Потому что Хорватия состоит в Евросоюзе достаточно давно, представлена во всевозможных институциях европейских, а Сербия в Евросоюзе не состоит. И каким образом она будет воевать через европейские институции со страной Евросоюза, не очень понятно. Может быть, это пока только какие-то угрозы, но вот уже известно, что сербское политическое руководство называет решение хорватов, своих соседей, разместить портреты Теслы на деньгах политически незрелым, что таким образом они усугубляют и без того до сих пор не зажившие раны в отношениях между Сербией и Хорватией. Там действительно раны не зажившие. В 90-е годы страны воевали друг с другом, были десятки тысяч погибших на войне, было огромное количество людей, беженцев и с той стороны, и с другой. Вот Югославия разваливалась исключительно кроваво, и всем, наверное, памятны эти истории с Хорватской войной. Ну вот поэтому теперь сербы говорят о том, что отдайте нам нашего Теслу, он не ваш, вы себе его присвоили совершенно зря, а хорваты говорят: нет, вы знаете, он наш, потому что он родился на территории современной Хорватии, и здесь разговора быть не может. На самом деле понятно, что этот конфликт, скорее всего, просто так не удастся исчерпать, что этот конфликт будет еще так или иначе тлеть и вспыхивать время от времени еще многие годы, а то и десятилетия. Уж очень действительно велика фигура изобретателя Теслы, уж очень действительно самым разным странам хочется, что называется, его себе заполучить. А тем временем продолжатель дела Теслы Илон Маск. Он в Германии пытался строить и пытается до сих пор построить завод по производству электромобилей Tesla. Собственно говоря, этот электромобиль и назвали в честь знаменитого изобретателя, то ли сербского, то ли хорватского. Столкнулся с совершенно необычным для себя явлением. Дело в том, что там они строят огромный завод, они, я имею в виду компания Tesla, под Берлином, который должен выпускать порядка 500 тысяч автомобилей в год. Они собирались его, вот окончательная дата запуска была 1 июля, сорвалось. Не удается запустить 1 июля завод.
Почему? Потому что, во-первых, знаменитая немецкая бюрократия, которая требует множества согласований, пересогласований и так далее. Ну а плюс ко всему, сейчас огромную свинью, что называется, подложили Илону Маску и его компании рептилии. Дело в том, что местные правозащитники, местные защитники дикой природы обнаружили, что то место, где строится сейчас завод Тесла, на нем обитают редкие виды змей и ящериц. И через суд добились приостановки сейчас строительства завода для того, чтобы была возможность этих редких змей и редких ящериц переселить куда-то, потому что они говорят: слушайте, сейчас придет завод, постройте, и вы построите завод на том месте, где живут эти самые редкие рептилии. Нельзя так поступать. Вы сначала переселите их, вы сначала обеспечите им возможность жить в другом месте, а потом стройте завод, потом уже занимайтесь чем хотите. Судя по всему, вопрос этот будет решен. Собственно говоря, сами природоохранные активисты утверждают, что они понимают, что вряд ли им удастся остановить такую гигантскую корпорацию, за которой стоит один из богатейших людей на свете, но при этом они считают, что тем самым своими исками судебными, своими приостановками строительства они заставят и Илона Маска с его Теслой, и другие крупные компании более ответственно относиться к окружающей среде, более ответственно относиться к тем гигантским проектам, которые они затевают. И, например, прежде чем начинать что-то строить, все-таки обращать внимание на тех животных, которые там живут, и те растения, которые там растут. Что ж, все следующие истории откладываем на следующую неделю. Напоминаю, это был Прайм Моцарский. Смотрите нас на телеканале АТР. Всего хорошего, счастливо.